Ночь, улица, фонарь, авария. Все это запечатлела камера наружного наблюдения на автодороге Назрань-Малгобек. На этих кадрах автомобиль марки Mercedes проносится вихрем, не замечая впереди железобетонные блоки стационарного поста. В результате ДТП от полученных телесных повреждений пассажир скончался. Но и это не все. 9 января также в результате аварии зафиксирована еще одна смерть. На федеральной автодороге Кавказ произошло столкновение двух транспортных средств. Там основной причиной, по предварительным данным, это выезд на полосу встречного движения, превышение скоростного режима, в результате чего есть один погибший человек. Хотелось бы, чтобы те причины, которые способствуют совершению ДТП, люди исправляли и ни в коем случае не допускали данные нарушения. 4 января примерно в 17:30 по улице Асканова в сельском поселении Плиево водитель автомобиля ВАЗ-2115 совершил наезд на пешехода. Пострадавшая с различными телесными повреждениями доставлена в ИРКБ города Назрань. Череда дорожных транспортных происшествий продолжилась и после праздничных выходных. Ежедневно в социальных сетях публикуются видео с мест аварий, сотни комментариев. Молча наблюдать за ситуацией нельзя, призывают пользователи. Игнорирование правил дорожного движения, установленных знаков, ограничивающих скорость, приводит к трагедии. С начала текущего года в республике зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 2 человек погибших и 2 человека получили ранения различной степени тяжести. Основными причинами является, конечно, превышение скоростного режима, это выезд на полосу встречного движения, это не предоставление преимущества пешеходам. Все нарушения ПДД для лихачей обещают стать болезненными в финансовом плане. Так, в соответствии с федеральным законом о внесении в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 30, 150 Уголовно-процессуального кодекса РФ 24 декабря Советом Федерации одобрено дополнить статьей 264.2 следующего содержания. Первое изменение – это ужесточение административных наказаний за нарушение правил дорожного движения. Они касаются статьи 12.9, 12.15 и также повторные лица, которые управляют транспортным средством в нетрезвом состоянии. Если раньше водитель, который превышал скоростной режим более 60 км в час, получал административный штраф и лишение права управления, то на сегодняшний день штраф административный увеличивается в разы, также увеличивается срок лишения права управления. Для того, чтобы граждане, другие, которые правила соблюдают и хотят добраться домой благополучно, для этого сегодня ужесточаются меры наказания для тех лихачей, которые, к сожалению, допускают себе данный вид нарушения и игнорируют права окружающих. Если ранее за превышение скоростного режима лихач мог отделаться штрафом в 5000 рублей, то сейчас сумма варьируется от 300 тысяч до полумиллиона рублей. Стоит ли оно того, решать самим водителям. Адам Мережков, Акрама Дасхоев, Новости 24.